кампусе школы 21 в Магасе особая атмосфера. Вчера здесь стартовал летний бассейн. 26-дневный отборочный этап, который открывает участникам путь к бесплатному обучению в сфере IT. Все ребята уже на месте. Кто-то приехал за несколько дней до начала, кто-то накануне. Сейчас они полностью погружаются в специфику бассейна, знакомятся с форматом, задачами, системой обучения и друг с другом. На этот бассейн заявки подали более 700 человек. Онлайн-отбор прошли чуть более 200. Именно они начали сегодня свой путь к бесплатному обучению в школе 21 в Магасе. Школа 21 на базе Академии цифрового развития реализуется при поддержке группы «Софмар», ее основателя, предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Благодаря его участию в регионе появилась площадка, где молодежь из Ингушетии и других республик может бесплатно получить современную IT-профессию. Сегодня мы запускаем 4-й в этом году отборочный бассейн. Это отборочный этап для прохождения на основное обучение в школу 21. Мы, как кампус школы 21, запустились в прошлом году, в феврале месяце, и с тех пор успели провести уже 8 бассейнов, и вот сейчас стартуем 9-й. Школа 21 – это бесплатная школа цифровых технологий от Сбера. И здесь, в Республике Ингушетия, она открыта на базе Академии цифрового развития. Это большой образовательный проект группы компаний «Софмар» Микаила Сафарбековича Гуцериева. Наши участники имеют возможность получить востребованную профессию в IT, и каждый участник старше 18 лет может прийти к нам. На текущий интенсив записалось более 200 участников, и практически всегда случается так, что часть людей приходит с хорошими знаниями в IT, часть людей приходит без опыта в программировании, и в целом методология peer-to-peer позволяет благодаря общению коммуницировать и налаживать связи, выполнять проекты вне зависимости от опыта программирования. Часть участников приходят за трудоустройством. Некоторые ребята понимают, что здесь они на месте найдут команду для себя, образуют либо стартап. Часть людей с опытом в IT в том числе приходят и структурировать свои знания, и найти комьюнити. То есть у нас помимо других преимуществ, наверное, одно из самых важных наших преимуществ – это создаваемое и пополняемое комьюнити. Это сообщество людей, и это, я считаю, что является одной из самых важных наших ценностей. Сегодня участники послушали приветственную встречу, ознакомились с правилами и начинают выполнять уже свои первые проекты. Все обучение в школе 21 строится по методу выполнения учебных проектов, и у нас максимально практикоориентированный подход. Соответственно, получив свое первое задание, участники пошли уже его выполнять, знакомиться друг с другом и, скажем, проявлять свои навыки. В основе обучения в школе 21 лежит образовательная методика «равный равному», когда участники обмениваются опытом и знаниями друг с другом. Они решают поставленные задачи самостоятельно или с помощью команды, а также учатся слушать, объяснять, отстаивать свою точку зрения, признавать ошибки и делать выводы. За 26 дней участники пройдут через несколько ключевых этапов. В первые дни они знакомятся с командной строкой, базовыми навыками работы с терминалом. Далее их ждет изучение языка программирования C, освоение систем контроля версий, командные задания, ежедневные дедлайны и 3 экзаменационных блока. В завершении им предстоит сдать проект, который нужно защитить перед другими участниками. Это марафон, который требует не просто знаний, а усидчивости, самодисциплины и умения адаптироваться. В последнее время вокруг меня были люди, которые занимались программированием. Мои лучшие друзья, они являются уже успешными программистами, которые работают в крупных компаниях. Они говорили между собой о чем-то, да, и мне хотелось поддержать их разговор. Стало интересно, что такое вообще программирование. Вот. И поэтому меня в это втянули они. И чисто случайно узнал от своего двоюродного брата. Меня заинтересовало также то, что меня зацепило, это то, что обучение проходит в виде игр. Я еще в детстве, мама всему меня учила, именно основываясь на игры.
вот, ставя в пример игры, там, рисуя, также математику изучали с мамой, рисуя. Ну, такой подход был у мамы, поэтому мне это показалось очень близким для себя. Поэтому я сюда и пришел. В первую очередь, я очень сильно надеюсь, что я тут смогу найти очень много знакомств с такими же людьми, как я, у которых такие же цели, как и у меня. Коммуникабельность. Вот этот навык я хочу прокачать. Условия максимально удобные, максимально комфортные. Прям как дома, я бы сказал. Потому что было такое окружение, так сказать, айтишное. Я видел, что они пишут код и зарабатывают деньги. Притом не маленькие деньги. Так как я сам изучаю программирование, я решил, что это мне подойдет. Вот, поэтому пришел. Сейчас разбираюсь с GitLab, смотрим видео, входим в курс дела. Я надеюсь получить навыки, которые пригодятся в первую очередь и мне, и всей нашей стране. Но в первую очередь мне. Я давно узнала об этой школе. Сарафанное радио дает о себе знать. Вот. Я уже здесь была когда-то в июле. Скажу честно, мне очень понравилось то, как тут взаимодействуют люди. Есть такая тема, как peer-to-peer. Получается, из-за коммуникации, из-за того, что люди пытаются друг другу помочь, получается выполнять задания. Что еще можно сказать? В целом комфортная среда обитания, интересные задания, они сложные. Новички, которые только пришли, они вообще не поймут, что происходит, но из-за того, что там есть вспомогательные материалы, все-таки можно понять. Еще, конечно, помощь от людей, которые учатся вместе с тобой. Я думаю, это плюс в обучении, потому что одному учиться это скучно. Я хотела обучиться программированию, веб-разработке, и я узнала об этой школе. И действительно, кампус школы 21 в Магасе стал точкой притяжения для молодежи со всего Северного Кавказа и юга России. Среди участников есть ребята из Чечни, Дагестана, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии. Все они приехали в Магас с одной целью – изменить свое будущее через знания и упорный труд. Все это стало возможным благодаря меценату и предпринимателю Микаилу Гуцериеву. Он не просто инициировал проект «Академия цифрового развития» в регионе, но и последовательно поддерживает его развитие. Это позволило открыть кампус школы 21 в Магасе и сделать проживание ребят-участников школы 21 из других регионов в смарт-отеле полностью бесплатным. Наш кластер предоставляет большие возможности для всех, кто заинтересован в развитии в сфере IT и в цифровом предпринимательстве. На базе Академии цифрового развития образовывается экосистема, которая позволяет развиваться нашим участникам в разных направлениях. Это и бизнес-акселератор Ингушетии, в рамках которого можно прийти и создать либо свой проект, либо позаниматься развитием существующего проекта. Это и дополнительные образовательные программы от Академии цифрового развития, которые позволяют выбрать интересующую для себя профессию и позаниматься в удобном формате. Это и в прошлом году запущенный смарт-отель, который принимает к себе всех участников, которые приезжают из других регионов, а таких на этом бассейне более 30 человек. Для большинства участников эти 26 дней станут временем личных открытий. Кто-то поймет, что IT – это его путь, кто-то научится работать в команде и решать задачи быстро, нестандартно и гибко, а кто-то просто не сдастся. И именно это станет главным достижением. Старт бассейна – это не просто новый отборочный этап для тех, кто хочет связать свою жизнь с IT. Это продолжение большой идеи, которую реализует предприниматель и меценат Микаил Гуцериев. Идеи, в которой каждый желающий, независимо от региона, может получить равный доступ к знаниям и возможностям. Следующий отборочный бассейн в Магасе стартует уже в сентябре. Заявки на участие принимаются на сайте школы 21 до 26 сентября. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Магас 24.